Однажды жила женщина, парикмахерша дочери фараона. Она была личным парикмахером дочери фараона. Того самого, который сказал: «Я не знаю для вас ни одного Бога, кроме себя». И эта парикмахерша, она приняла ислам в тайне. И однажды, когда она расчесывала волосы дочери фараона, того, кто называл себя Богом, расческа упала на пол. И когда она поднимала ее, автоматически она сказала «Бисмилля», во имя Аллаха. И у этой женщины было 5 детей, один из которых был еще грудным. После чего дочь фараона спросила ее: «Когда ты сказала Аллах, ты имела в виду моего отца?» И она ответила: «Нет, Аллах — это Бог твоего отца, тебя и меня». Она разозлилась и все рассказала своему отцу, сказав: «О, отец, эта женщина поклоняется другому Богу помимо тебя». Он воскликнул: «Что? Она знает другого Бога, кроме меня? Кто он? Приведите ее ко мне». И ее привели к нему. И когда она пришла и встала перед ним, эта женщина, братья и сестры, предстала перед могущественным фараоном. И он спросил ее: «Кто твой Господь?» И она сказала: «Аллах мой Господь». Он воскликнул: «Кто такой Аллах?» И она ответила: «Аллах — это мой Бог и твой Бог». Да, она была загнана в угол, но когда ей задали вопрос, она ответила на него. Таким было положение верующих в прошлом, и таким оно должно быть сейчас. Когда они говорили «Аллах мой Господь», их пытали. Но нас это не волнует, потому что мы знаем, к чему мы стремимся, и мы знаем, кто наш Господь. И мы говорим прямо о том, во что мы верим. Мы не скрываем это. Она сказала: «Аллах мой Господь и твой Господь». Он сказал: «Что? Принесите цепи». Они принесли их и стали избивать ее. «Кто твой Господь?» Она повторяла: «Аллах мой Господь и твой Господь». Затем он приказал слугам принести огромный котел, который был заполнен кипящим маслом. Огромный котел, как небольшой бассейн. Затем он приказал привести всех ее детей, и они притащили их одного за одним. Он сказал: «Поклоняйся мне, я твой Господь». Она ответила: «Никогда». Он схватил ее первого сына и кинул его в кипящее масло. И прямо перед ее глазами его мясо и кожа отделились от костей. Затем он сгорел и разложился. Затем они привели ее следующего сына, и она держалась, Аллаху Акбар. Они закинули и его, и она не могла их остановить. Затем 3-го и 4-го, и последний 5-й оставался у нее на руках. И она уже была готова отступить. Она была готова отступить перед всеми этими людьми. И это хадис пророка, да благословит Аллах и приветствует. Он сказал, что Аллах свят Он и велит. С высоты 7 небес заставил ее ребенка говорить из колыбели. И он сказал: «Терпи, о моя мать, ты на истинном пути. Аллах обещал тебе рай. Аллах обещал тебе рай. Не отступай, мама». Затем они закинули ее ребенка в кипящее масло. И она была следующей. Она знала, что умрет, и начала плакать. Фараон спросил: «Почему ты плачешь?» Она сказала: «Я плачу потому, что хочу попросить тебя кое о чем, но не знаю, выполнишь ли ты мою просьбу». Он сказал: «Проси, о чем захочешь». Она сказала: «После того, как ты закинешь меня в масло, я хочу, чтобы все, что останется от наших тел, было захоронено в одном месте, в одной могиле. Потому что я хочу быть воскрешенной с моими детьми. И я хочу отправиться в рай вместе с моими детьми. И не хочу, чтобы они покидали меня». И она точно знала цену этой жизни и следующей жизни. И после этого ее закинули в кипящее масло. И она попала в рай.